Республиканский проект «Железная лига» по боям без правил добрался и до Южной Якутии. Нерюнгринская земля приняла свой первый турнир по современному панкратиону. О лучших и сильнейших спортсменах расскажет Екатерина Павлова. Современный панкратион, в переводе с греческого «всеборье», вид спорта, возрождаемый из глубины веков, исторически воплощающий в себе подготовку универсального разностороннего бойца-единоборца. Действующий боец Fight Night, президент Федерации МФП по республике Иван Охлопков, нерюнгринские организаторы и бойцы встретились на брифинге спортивного мероприятия, обсудив начало развития нового спортивного направления в районе. Очень отрадно, что наша организация добралась и до Нерюнгри. То есть не только наша организация, но и наш вид спорта, в котором мы все принимаем участие, это ММА, профессиональные бои. В рамках соревнований было представлено 11 боев. Одна пара девушек и 10 пар юношей сошлись в жарких поединках. С самого первого боя зрители увидели азарт бойцов и красивую победу нерюнгринца Николая Москвитина. Неплохой такой соперник, да, но оказалось, что я сильнее. В боях сошлись спортсмены из Благовещенской, Якутска, Читы, Нерюнгринского и Алданского районов. Энергичность бойцов, яркие победы придавали шоу зрелищности и остроты. Большинство боев вечера заканчивались мощной победой сразу же в первом раунде. Мне все понравилось, у меня были бои, я проигрывал, выигрывал, у меня 1-2 было. Хотел, чтобы 2-2 было, вот и случилось. Я очень рад. Зрелищный вид единоборств держал зрителей в напряжении все время. А когда на ринг вышли девушки, напряжение возросло еще больше. Красивая сила, достойный женский бой. Победителем схватки стала Кристина Дерича из Благовещенска. Но нерюнгринка Екатерина Данилюк вынесла из схватки свои правильные выводы. В дальнейшем планирую усовершенствоваться. Конечно, расти. Не то, что профессионально то все это заниматься, просто расти для самого себя, для будущих своего поколения. С детьми занимаюсь, им пример хочу показать, что не надо бояться. Надо выходить, участвовать в соревнованиях. В главном бое турнира сразились Губкин Александр из города Алдана и Демин Соломон, город Нерюнгри. Схватка была решающей для парней и их болельщиков. Ведь бойцы уже дважды встречались на ринге и имели равный счет. В третьем бое спортсменам нужно было окончательно разобраться, кто из них является номером один. Соломон Демин одержал победу, несказанно порадовав своих земляков-болельщиков. Вообще бомба, класс. Спасибо всем, кто пришел поболеть. Борьбой всю жизнь занимаюсь. Джиу-джитсу занимаюсь, греблингом. Ну и вот ММА занимаюсь в данный момент. Ну а что больше по душе? Ну ММА, конечно. Ну, постоянно борьбой выигрываю всех. Получается. Первый турнир по современному панкратиону ММА «Железная лига-7» стал зрелищным спортивным событием 2018 года для Нерюнгри. И организаторы уверены, что это начало большого будущего. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Аял Амосов, Нерюнгри.